Так, вільний народ да переможет. Аслан, какой вопрос ты хотел бы задать президенту Украины? Будет съезд гражданского объединения 31 мая, на котором сможем его задать. Могу записать и передать вопрос от тебя. Вильный народ переможет. Спасибо большое. Ну, во-первых, меня волнует три вопроса. Первый вопрос касается гражданства всем бойцам, не только чеченцам, которые находятся. Можете записать или вот можете перемотать на час 2 минуты, час 3 минуты, да, этот вопрос сейчас будет. Первый вопрос касается, в первую очередь, он выгоден той же Украине. Гражданство для защитников Украины, это раз. И с этим же вопросом, под вопрос к нему идет то, что нужно привлечь к ответственности виновных в выдаче на пытки и возможную смерть Тимура Тумгоева. Тимура Тумгоева выдали за подписью зама генерального прокурора Евгения Енина. Хотел бы, чтобы эти лица понесли ответственность. И Тимура Тумгоева несли в список военнопленных и обменяли его, когда будут менять всех на всех. Надеюсь, это произойдет. И за него боролись не меньше, чем за Сенцова, а можно даже и больше, и моряков, да, которых, это было просто, это был удар в спину, который никто не ожидал. Второе, что я бы хотел бы, какой вопрос я бы хотел бы задать Зеленскому, господину президенту Зеленскому. В 2004 году резолюцией Европарламента была принята резолюция о признании геноцида чеченского народа в 1944 году. Вот эта депортация Европарламентом признана геноцидом. И для того, чтобы это стало законом, я прошу президента Украины, чтобы он признал эту резолюцию в законном порядке. Это должна делать Рада. Мы направили письмо в Раду, но опять тишина. Мы уже второй раз отправляется на какую-то экспертную комиссию, и опять тишина. Мы бы хотели, чтобы президент повлиял на эту ситуацию и признали этот геноцид. И третье, я бы хотел, чтобы господин президент Зеленский поддержал сегодняшнюю нашу попытку привлечь Россию к уголовной ответственности в Международном уголовном суде Гааги. Так как мы подали заявление, и пока дело остается не очень, подвижки не очень сильные. Поэтому я бы хотел, чтобы президент, если можно, президент Украины поддержал нас в этом, привлек общественное внимание журналистов, мировых политиков, всех привлек к этому внимание, и чтобы трибунал над военным и политическим руководством России, на котором мы подали заявление, был осуществлен, да, чтобы мы смогли этого добиться. Мы будем сейчас проводить марш, об этом Саид Амин Ибрагимов отдельно скажет, а я об этом тоже сегодня в этом своем эфире еще скажу. Вот эти три вопроса для меня очень важны. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы если бы донесли бы вот эти вопросы, эти просьбы до Зеленского.